2023 года в России начала действовать программа по строительству и ремонту системы жилищно-коммунальных хозяйств. В течение 10 лет в эту программу планируется инвестировать 4,5 триллиона рублей. Об этом в своем послании к Федеральному собранию заявил президент страны Владимир Путин. С этого года начинается большая программа по строительству и ремонту систем ЖКХ. В течение 10 лет планируется инвестировать в эту сферу не менее 4,5 триллионов рублей. Мы знаем, насколько это важно для граждан, насколько запущена эта сфера. Надо работать и будем это делать. Важно, чтобы программа сразу получила мощный старт, поэтому прошу правительства обеспечить ее стабильное финансирование. Региональный оператор Фонд капитального ремонта жилья Якутии отремонтирует в текущем году 240 домов, 110 из которых находятся в Якутске. Примечательно, что количество объектов растет последние 5 лет. Так, в 2019 году программа охватила 123 многоквартирных дома, в 2020 году 200, в 2021 году 173 и в 2022 183. Всего в республике за последние 5 лет выполнен капитальный ремонт в 919 многоквартирных домах по 1737 видам работ. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, в Якутии от реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов напрямую зависит качество жизни десятков тысяч якутян. В 2023 году полным ходом идет реализация программы капитального ремонта. В Якутске уже видны первые примеры. Один из них – панельный дом 1973 года постройки по адресу Дзержинского, 40/1. В рамках капитального ремонта выполнены работы по восстановлению крыши и фасада. Работы уложились в срок. В доме в этом году выполняются ремонтные работы кровли, они на сегодня завершены. И сейчас идет ремонт фасада, тоже на стадии завершения. И после этого сразу идет завершающий этап ремонта фундамента в этом году. И в следующем году еще запланирован ремонт системы отопления, канализации, водоснабжения и электроснабжения. Крупнопанельный дом 27/3 по улице Хабарова 1975 года постройки. В доме заменили балконные группы, входные двери, перила и ступеньки на крыльце. Также обновили фасад и кровлю здания. Согласно условиям договора, работы должны быть завершены 30 октября. По факту они приняты 19-го. Во время проведения ремонта подрядная организация отметила высокое качество работ. Однако проблема все же имеется – это доступ к витражам. Некоторых жильцов просто не оказалось дома, а некоторые и вовсе отказались от ремонта витражей. Проблем у нас с доступом по витражам жильцами. Некоторых жильцов нету, и некоторые уже отказываются от установки витражей, потому что у них новые сами установили. В данном доме у меня 18 отказников есть. По форме у нас собственники пишут отказ. Заявление отказа, что не предоставляет доступ на ремонт и витражей. И все, по этой форме уже у нас минусуется по акту, получается. По фундаменту очень много работы идет. По восстановлению железобетонных, оголовников и свай очень много, износов много. По мере мы уже полностью все восстановили, усилили. Сейчас бетон залили, все полностью отмостку. Сейчас ограждение делаем металлическими профильными трубами, чтобы доступа не было. Дополнительно решили утеплить и торцевые стены. Специалисты подрядной организации по просьбе жильцов провели обследование и выявили, что торцевые стены действительно холодные. После утепления жильцы дома зиму проведут в тепле. Ремонтные работы, запланированные на 2023 год, к радости жильцов были выполнены досрочно. То, что было, и то, что стало, конечно, две большие разницы. Даже знакомые приходят, проходят, говорят, что это два разных лица. Действительно, сделали ступеньки хорошие, они будут грязь задерживать. Водостоки, из остекления особая благодарность. Демонтаж балкона они делали, и потом монтаж очень быстро и очень качественно. Все щелки заделали, все, мне нравится.
Капитальный ремонт, проведенный в доме номер 7 по улице Ярославского. На него потрачено порядка 36 миллионов рублей. Подрядные организации чаще всего используют наплавляемую кровлю. Это специальный кровельный и гидроизоляционный материал, который производится на основе негниющего полотна. Однако в ремонте этого дома решили использовать инновационный материал – мембранную кровлю. Отмечается, что общее состояние дома неплохое. Единственное – состояние отмостки. Главная задача отмостки – это защита фундамента от влаги. Без нее влага от грунтовых вод и сам грунт, меняющий свой объем из-за промерзания, разрушают основание дома. Она была неровная, и в изначальных объемах ее не хватало. Подрядные организации добавили отмостки и залили по новой. Каждую копейку, вложенную в работу, можно буквально увидеть и пощупать. Мы здесь проводили капитальный ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведение, канализацию, да, электрику. И вот крайний конструктив, это получается у нас фундаменты. Выиграли тендер и приступили к работам. Кровлю также сделали. Здесь было использовано Logic Groove, материал мембранный, такой редкий, когда используется. По системе теплоснабжения как таковых нареканий, как у жильцов, не было. Поменяли полностью узел ввода. Да и, в принципе, трубы все были в хорошем состоянии, кроме, наверное, канализации. Потому что именно на этом доме очень много было старого чугуна. Вот как изначально было построено, жильцы своими силами не меняли. Очень сильно мои ребята потрудились, заменив полностью систему канализации. Во всем доме было всего лишь 14 отказников, так скажем, да, которые отказались от капитального ремонта. Но они своими силами были, у них вся система была своими силами заменена. Капитальный ремонт по программе строительства и ремонта систем ЖКХ ведется и в районах республики. Ремонтируется более сотни домов в городе Нерюнгри, Якутск, в поселке Жатай, Алданском, Булунском, Верхнеколымском, Ленском, Мирнинском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Аймяконском, Тампонском, Усть-Майском и Хангаласском районах. Большая часть капитального ремонта уже завершена. Недавно капитальный ремонт закончился в многоквартирном доме в Томмоте. Со дня постройки 80-х дом ни разу не ремонтировался, и для жителей капитальный ремонт стал настоящим подарком. В этом доме я проживаю с 2011 года, и за это время много ничего не делали. А вот в этом году сделали фасад дома, поставили козырьки, новые двери установили. Все в хорошем качестве сделали. Думаем, что на следующий год нам администрация поможет в том, что облагородить наш двор, убрать еще все остальные моменты, и все будет хорошо, я думаю. В Якутии региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 5 лет работы охватила более чем 900 адресов. В планах, рассчитанных до 1951 года, восстановление общего имущества в 3399 многоквартирных домах общей площадью более 11 миллионов 246 тысяч 756 квадратных метров. С 2023 года в регионах страны стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Программа рассчитана с 23 по 27 годы. В этом году на ее выполнение предусмотрено 30 миллиардов рублей. В 2024 году еще 100 миллиардов. Ее основная задача – модернизация линейных объектов, водоснабжения, водоотведения и сетей теплоснабжения. До конца года в Якутии будут введены в эксплуатацию 14 новых и реконструированных котельных. За 5 лет в республике построены и реконструированы 96 котельных, 14 из них в 2022 году. По поручению президента России Владимира Путина в стране действует программа модернизации коммунальной инфраструктуры. На ее реализацию в этом году планируется направить 440 миллиардов рублей. В новый дом заехали в этом году осенью. Зимовать будем впервые. Надеюсь, зимой будет тепло, так как сейчас вроде бы тепло. Надеемся, что зимой будет также тепло.
Так, к новой механизированной котельной в Усть-Алданском районе активно подключаются новые объекты. Котельная «Восток-1» стала одним из самых лучших проектов обеспечения теплоснабжения в Дальневосточном федеральном округе. Это 6 водогрейных стальных твердотопливных котлов мощностью 18 мегаватт. Новый объект заменил 2 старые нефтяные котельные. Она отапливает 305 частных жилых домов, 69 социальных объектов. В этом году еще дополнительно подключился новая школа на 420 мест. Сейчас котельная полностью механизированная, от подачи угля до подачи тепла полностью автоматизированная. Задачу подготовить федеральную программу по модернизации котельных в муниципалитетах России поставил президент Владимир Путин. Это не просто какие-то благие пожелания, эта программа обеспечена финансированием. Если в прошлом году эти цели мы выделили 170 миллиардов рублей, то в этом уже 440 миллиардов рублей. Это очень серьезные деньги, и расписано куда и когда, на какие направления вот этой большой темы средства должны быть направлены. Мы на территории Республики Саха-Якутия масштабно начали работу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе, начиная с позапрошлого года, мы получаем достаточно большое количество мер поддержки со стороны федеральных органов исполнительной власти, в том числе по линии Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, по линии Фонда развития территорий. И общий объем финансирования за последние 3 года в разы увеличился и составил порядка 3 миллиардов 350 миллионов рублей. И в среднесрочной, также долгосрочной перспективе до 2028 года мы должны подключить к централизованным источникам теплоснабжения порядка 10 тысяч домов. Объемы модернизации ЖКХ с каждым годом растут. Только за 2022 год построено и реконструировано 14 котельных. Проведен капремонт и замена 63 километров тепловых сетей. В рамках региональной программы газификации населенных пунктов республики до 2030 года на газовое топливо планируется перевести 71 котельную, а также проложить газовые сети в села Ленского, Алекминского, Алданского и Нерюнгринского районов. До 2027 года по региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры республики будут произведена замена или реконструкция не менее 98 километров сетей инженерной инфраструктуры. Мероприятия по модернизации будут выполняться в комплексе с другими федеральными и региональными программами, что позволит достичь положительного эффекта в максимально короткие сроки и даст импульс развитию жилищно-коммунальной и строительной отраслей. Главный результат этого – обеспечение жителей страны комфортными и благоустроенными условиями проживания. До конца года в республике по программе капитального ремонта будет завершен ремонт в 240 домах. Уже сейчас администрации готовят списки домов, в которых капитальный ремонт будет делаться в следующем, 2024 году.